Заграничные паспорта образца 90-х годов не носили биометрический характер. Паспорта нового образца гражданам нашей страны начали выдавать с недавних пор. Паспорта последнего образца усовершенствованы и изготовлены согласно условиям, выдвинутым Евросоюзом в целях легализации безвизового режима наших соотечественников в европейские страны. Первые образцы биометрических паспортов были введены 1 января 2011 года. Внешне они отличались от старого заграничного паспорта, единственное, только чипом на обложке. А в остальном они были такие же, синего образца, столько же страниц, все было то же самое. Биометрические паспорта последнего образца выдаются на определенный срок всем желающим их приобрести. При этом для взрослых и детей он имеет различную продолжительность. Для детей до 7 лет на 4 года выдается биометрический паспорт, а детям после 4 лет, после 7 лет. Обычный срок действия паспорта 7 лет. Старые заграничные паспорта были сроком на 10 лет, а биометрические на 7 лет. Стоимость биометрических паспортов – вопрос, который волнует жителей нашего региона. Комментируя ценовую политику биопаспортов, Наталья Юхно сообщила, что для некоторых категорий граждан он выдается бесплатно. Есть категории людей, которые могут получить бесплатно заграничный паспорт. Это инвалиды первой и второй группы. То есть первая группа бесплатно, а вторая группа полцены. То есть 425 лей за месяц. Бесплатно или по льготной цене получают только за 30 дней, по ускоренному нету льгот, и только на основании ходатайства, полученного Министерством здравоохранения или территориальными структурами национального страхования. Жители нашего региона о биометрических паспортах осведомлены, но на уровне интересов, которые им диктуют жизненные условия. В основном биопаспорта приобретаются молодежью и людьми среднего возраста, которым они нужны для поездки за границу. Я не интересовался биопаспортом, его получением, поскольку мне он не нужен. Пока, во всяком случае. Может быть, когда-нибудь поеду за границей. Но вряд ли вообще-то. Знаю про эти биометрические паспорта и сама бы хотела его приобрести, потому что с этим паспортом можно выехать куда-то не обязательно по туристической путевке, которую надо покупать, а просто выехать и посмотреть что-то, увидеть. Я бы хотела иметь его, но он очень дорого стоит. Статистика получения паспорта нашими людьми биометрических паспортов имеет ровный характер. За последние 3 месяца нынешнего года в Камрадский отдел учета и документирования населения было подано около 2500 заявлений для их получения. Получать биометрические паспорта жители нашей страны могут в любом региональном отделе учета и документирования населения, независимо от места прописки, а также будучи за рубежом, в посольствах Молдовы в той или иной стране.